Здравствуйте, меня зовут Томский Андриан. Я ученик 7 класса Верханской средней школы. Тема моей работы – Батаса районного краеведческого музея Польсхолда и Черкесского историко-мемориального музея Якутская полицилка. Определение, сравнение и назначение. Целью данной работы является дать четкое определение и назначение Батаса, сравнивая его из Северного и Центрального музейных фондов, чтобы найти общие и отличительные черты и выяснить прямое назначение. В прошлом году мы начали изучать Батас из районного музея Польсхолда, а в этом году мы решили продолжить изучать Батас по материалу Черкесского музея. С целью сравнить оба Батаса. Материал по Батасу нам представил научный сотрудник Татинского музея Елизавета Ушницкая. В Верханском музее оказалось два Батаса. Первый Батас был дубликатом, который сделал известный мастер республики Татарин. Второй Батас оказался подлинным. Его привезла из Сакырыра Эвено-Батантайского района бывший директор известный краевед Кириллина Варвара Захаровна в 90-х годах. Этот Батас относится к XIX веку, и он сохранил свой подлинный вид. Его владелец по своему усмотрению прикрепил рукоять соразмерную с рукоятью батыя. Батас из Черкесского музея более-менее сохранился. Его подарил известный писатель Сорун Амалдан в 1981 году. Этот Батас нашли учащиеся Балагурской школы в Ангинском районе. Судя по фотографии, мы можем видеть, что лезвие в нижней части разломано, но мы можем увидеть отчетливые контуры острого лезвия в верхней части Батаса. Батас – рубящее колющее оружие ближнего боя, но он широко применялся как оружие охоты на крупную дичь. Сравнив оба Батаса, мы выяснили следующее. Оба Батаса оказались подлинными. Первый был привезен из Северного Эвено-Батантайского района, а второй из Амгинского района. Батас из Верханского музея очень хорошо сохранен, а Батас из Черкесского музея более-менее сохранен, так как лезвие посередине в нижней части было разломано. Таким образом, оба Батаса очень схожи по внешнему виду, но есть различия в размерах. Мы взяли измеры обеих Батасов по длине клинка, по длине двух лезвий, по толщине спинки и по толщине лезвия. И выяснили следующее. Батас из Верханского музея чуть меньше и тоньше Батаса из Черкесского музея. Спасибо за внимание.